Ассаламу алейкум. Вітаю вас, шановні глядачі. Сегодня Сегодня 19 августа 2024 года, 16 часов 44 минуты по Берлину, 17 часов 44 минуты по городу Джохару. Я вас всех приветствую, уже 45 минут, 17:45 по Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Стрим, как обычно, у нас вещается в YouTube-канале Reality и в TikTok на канале Аслан Арцуев. Всех, кто находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, попрошу не писать комментариев, не ставить лайков и не распространять ссылку. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, распространяйте. Итак, сегодняшний свой стрим я назвал свержение ФСБ, единственный шанс военных. Давайте об этом и многом другом поговорим. Обычно перед началом своего стрима я бы хотел вам рассказать о чем нам сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, то есть на 19 августа, уничтожено и ранено 1120 террористов и оккупантов, 5 танков, 15 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 2 антиаэркрафта, 57 БПЛА, 5 крылатых ракет, 55 автомобильной техники и цистерн, 17 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине! Так, привет, Кинг. Утренние звери мне говорят. Здравствуйте, предатель Родины, как ваше здоровье? Здоровье великолепное, но почему вы меня называете предателем? Я не предатель своей Родины. Моя Родина, Чеченская Республика Ичкерия, оккупирована фашистской Россией, убив 30% наших граждан. Все, кто перешел на сторону фашистской России душой и сердцем, вот те и являются предатели. А я нет, ни в коем случае. Амалия, доброго дня. Здравствуйте. Так, одну секунду. Мимино, добрый вечер, добрый вечер. Можете пару слов сказать за Германию? Конечно, могу. Что конкретно вас интересует? Стоит ли там жить как беженец или что нас ждет вообще там? Ну, Амалия, давайте начнем с того, как беженец, раз вы спрашиваете, то беженец это не очень хорошее положение. Во-первых, я вам скажу, что вас ждут трудности, о которых вы, наверное, без меня догадываетесь. Во-первых, это будет языковой барьер. Это самое главное, оказывается, самое главное. Если вы имеете в виду какие-нибудь социальные вещи, или там, например, говорят, там украинцам хорошо относятся, там их там принимают, там 30, да, в гостиницах заселили, в 4-звездочных, 3-звездочных отелях просто живут украинцы, но также живут и в лагерях. Лагерь это общежитие, скажем так, такая общага, составленная из контейнеров. Я тоже там числился, мне там дали на
2 комнаты, я одну отдал, потому что я там не часто жил, так как у меня здесь были родители, и есть родители. В этом плане мне было полегче. И с языком тоже мне очень помогали. Но с учетом того, что сейчас украинцам очень сильно помогают, по крайней мере, помогали в начале, потому что, я вам честно скажу, себя украинцы не очень хорошо здесь ведут. А, Все сопереживают, все сочувствуют, все помогают, ведут очень, ну, некоторые, не все, конечно, далеко не все, но есть представители, которые, ну, ведут себя как-то странно. Вроде бы с войны приехали, вроде бы должны быть в печали, люди гибнут. Нет, музыка, бухают, там смеются, радуются. И как бы некоторых это вызывает недоумение, особенно если нарушать закон и включать музыку в выходные дни или же вечером, ночью, если включать. Ну, разные вещи бывают. Так, социальная помощь, изучение языка, школа, медицина, все сразу же вам предоставляется. Помощь финансовая оказывается. Тоже не думайте, что это какие-то большие деньги. Как сказал один человек, он сказал, что так подсчитывают, что лишнюю пачку сигарет нельзя купить. А на сигареты там, в принципе, и не заложено. Пачка сигарет здесь стоит там 8-10 евро. Поэтому, ну, как беженец будете жить. Будьте готовы, что легко не будет. Но человечность, законность, все вы здесь встретите и увидите. Принципиальную законность, на мелочах даже, законность, справедливость вы здесь увидите. Потому что немцы это тоже не про всех, конечно же, я скажу, но по большей части, которые мне попадались, немцы это такой удивительный народ. Просто мне они, как будто они с какой-то сказки вышли. Ну, есть и плохие тоже моменты, хотя это не так их много. Как-то так, що ще? Думаємо, чи варто переїжджати в іншу країну. Розкажу о нас, ми з чоловіком зараз тут, то ми зараз в таборі. Могли бы по-русски написать, чтобы я до конца все понял, раз вы о чем-то меня просите. Ну, ладно, поехали. Ладжос, привет. Чеченс, welcome in Georgia. Лука, слава Грузии. Так, звук слабый. Да, вроде нет. Что-то у нас тут проблемы со звуком. И в прошлый раз были. И я вчера молчал, но, похоже, Третьей мировой войны не избежать. Ну, знаете, Третья мировая война идет. Третья мировая война уже идет. Вот что я вам скажу. К большому сожалению, она идет. Эскалация, как мы видим, происходит. И дальше это все будет эскалироваться. И все будет, ну, очень-очень серьезно все. И это все, большая часть всего этого будет на российской территории, на мой взгляд. Алейкум Шамиль. Как-то так, друзья, как-то так. Я полагаю, что нас ждут еще очень-очень тяжелые испытания, тяжелые времена. Но я свой сегодняшний стрим назвал, как я уже сказал, свержение ФСБ единственный шанс военных, российских военных. Вот об этом я бы хотел немножко поговорить. Знаете, дело в том, что Миминова алейксалам, албанец, всех я вас приветствую, друзья. Мы уже давно говорим о том, что военные будут зачищены, и так как поражение уже очевидно, уже для всех оно очевидно, даже для самых там оголтелых, те, кто нам рассказывает, что
Красная армия всех сильнее, непобедима и так далее. Оказывается, это далеко не так. Далеко не так. И ФСБ фактически сейчас сливает, они сейчас стоят в очередь в ЦРУ, в Америку, как Ми-6, наверное. И сейчас крайними хотят сделать одного Путина и военных генералов. Путину с Патрушевым, сейчас уже рассказывают, что Патрушев, типа, возможно, болен, что ему тяжело, он заполз под корягу. Патрушев – это один из тех, кто организовал войну против Украины. И, по всей видимости, ситуация будет только вот в этом русле продвигаться. И, скорее всего, военные, скорее всего, военные не поднимутся, но это их единственный шанс, на мой взгляд, потому что военные, и как и все другие органы, как силовые, так и другие государственные органы России, они полностью насквозь просто пропитаны ГБшными агентами. И военные еще об этом Джохар Дудаев говорил, да и мы уже много раз видели. Военные из себя ровным счетом ничего не представляют. Это марионетки, это миньоны, такие безмозглые, тупые исполнители воли ФСБ. Потому что только таких ФСБ поднимала до генералов, поднимала, там расставляла на нужные посты. И фактически, что МВД, что военная верхушка, она фактически полностью является агентурой Федеральной службы так называемой безопасности. И в итоге крайними сделают военных. И военная российская бандармия будет сведена на нет. Есть вот единственный шанс, если у них хватит мужества, хватит единства, свергнуть ФСБ и взять власть, такой военный мятеж, взять власть в свои руки. Это им по силу, просто если воля была бы к этому, то это им по силу. Народ России не поднимется, абсолютно. Народ России, он отдельно от этой власти, от всего. Так их выдергивают по одному, отправляют на войну погибать за Путина. Ну, народ сам из себя ровным счетом ничего не представляет и представлять не собирается. Ни так называемая оппозиция здесь, которая в Европе находится, они тоже из себя ровным счетом ничего не представляют. Ну, вот такая вот ситуация. И я полагаю, что в России, ну, как утверждают некоторые, в России до Нового года Путин может быть смещен. И Лукашенко, ну и все разные другие. Хотя это, конечно, может быть ошибочно, пока еще рано об этом говорить, потому что ну, пока у Путина, как говорится, там все нормально у него пока. Да, в бункере, да, бегает перебежками. Вон, видите, сейчас в Баку его Алиев, как уважаемого гостя встречал. К большому сожалению, нет единства, нету... Ну, это тоже КГБшник КГБшнику приехал. Алиев потомственный КГБшник. И, видимо, Путин ищет пути выхода из этой ситуации. Ну, я сомневаюсь, что это из этого выйдет. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья, и потом по ходу пообщаемся. Вітаю вас, нам, спасибо за поддержку Украины, все будет Ичкерия. Максим, вітаю вас, слава Украине. Гамаржова, Шамиль Халиулин, алейкум Георгия. Боже, храни Америку и 10 авианосцев класса Нимиц и авианосец класса Форд. Айнсмер Вольф. Амин. 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 Она пишет, что сейчас с мужем в лагере беженцев в Германии спрашивают, стоит ли переезжать в другую страну. Я думаю, конечно же, не стоит. Лучше Германии я страну не знаю.
и для беженцев. Ну, говорят, Норвегия, Швеция, там получше условия. Ну, по крайней мере, несколько лет назад об этом говорили. Ну, тоже шило на мыло, как говорится. Во-первых, очень имеет значение, опять же, язык, потому что на немецком языке говорят больше, чем на норвежском. И хотя в Норвегии и английский учат, но и норвежский там обязательно. Поэтому, ну, во всех смыслах, ну, Германии альтернативы, на мой взгляд, не существует. Германия, это супер страна, я вам скажу. Я хочу построить такую же страну, чтобы мы, чеченцы, построили именно как Германия. Германию страну. Да, здесь есть вещи, которые для нас непонятны, но очень хотелось бы взять пример с Германии, и чтобы была как Германия, наша страна. Слава Ичкерии, Украина, братья, слава Украине, слава Ичкерии. Спасибо вам большое, друзья, спасибо, это очень важно, Иван. Казак, спасибо за такие слова, это важно. Мы должны показать, что мы вместе, что мы друзья, и не дать нас рассорить той гибне, которая пытается это сделать. У вора и мародера Ходорковского сегодня выложено видео. Чеченцы мародерничают в Курске. Эта свинья увидела двух бородатых в магазине и радостно сообщила о мародерах-чеченцах. СЦ. Да, я видел это видео, как двое каких-то людей, двое мужчин, потом третий туда заходит, даже на настоящем времени это показали. В настоящее время показали вот этих двоих, видео оно длинное, сперва два кавказца там, и затем русский туда залазит. И вот момент, когда русский, ну такой светлый, залазит. И в этот момент это обрывается. Просто показали двух черномазых, как говорится. Да, к большому сожалению, вот такая вот тенденция есть. Все пытаются рассказать про мародеров, про этих, третьих, десятых. Матери срочников пленных обвинили ахматовцев в том, что они трусы и бежали, а их солдатики попали, их сыновья попали, срочники, в плен. И поэтому просят менять своих срочников, но не менять ахматовцев. За то, что они показали трусость и слабость. Сбежали с поля боя, как они утверждают. Хотя нам показывали 25 человек, экзотический украинский журналист Золкин и его товарищи показывали нам чеченца, кадыровца, который вроде бы заградотрядов должен был быть, а на самом деле дал 3 офицерам и 22 срочникам отступить, а втроем держали оборону. Ну вот такая вот тенденция, об этом мы говорим, нас уже чуть ли не обвиняют в том, что мы заступаемся за Кадыровых и так далее, но здесь более глубокие просто смыслы вот этого всего, и поэтому нужно понимать, большего мародера и ублюдка, чем Ходорковский, найти сложно, военного преступника. Я очень надеюсь, что этот военный преступник будет наказан, сядет на скамью подсудимых. Ну вот у них какая-то патологическая ненависть. Вот мне некоторые говорят, почему ты так русский говоришь, там, третье, десятое. Так вы посмотрите, это сейчас это лайт-версия. Это лайт-версия, которая сейчас происходит по отношению к чеченцам. Потому что в Украине огромное количество наших сторонников, друзей и так далее. И поэтому во весь рост они не могут себя проявить. А каково это было в фашистской России, наверное, вам представлять не нужно. Особенно, когда весь мир молчал, весь мир аплодировал Путину, когда он топил чеченский народ в крови. Какое было отношение к нам? Я просто очень хорошо все это наблюдал, читал, видел своими глазами. И фашизм, русизм особо самая жестокая человека-ненавистническая идеология, самая отвратительная человека-ненавистническая идеология, она у них во всем сказывается. Русские, патологические русские имперцы
патологически ненавидят чеченцев, это болезненно ненавидят чеченцев. Это патология нездоровая у этих людей. И дело в том, что мы не даем им забыть, что они рабы империи, рабы царя, которого они себе. Им нравится быть, им нравится вот это униженное положение, им нравится, что их отправляют на войну и так далее, и так далее. И это все продолжается же не вчера, не позавчера это началось. Это всегда так было. А с приходом полностью КГБшников, перерывчик был в начале 90-х, такой вздох можно было сделать, такой набрать полную грудь воздуха, свободы. Так. И все, и на этом закончилась эта свобода. Ну, вот такие вот они, вот такие они. Ходорковскому мало того, что он соучастник геноцида чеченского народа. Этим ублюдкам мало того, что они убили 30% наших граждан, и русских, и всех других национальностей наших граждан, которых они убивали. Ходорковский заслуживает пожизненного лишения свободы. Забегая вперед, решение суда, могу сказать, этот человек заслуживает пожизненного лишения свободы. Этот человек понесет заслуженное наказание. Но почему-то здесь, на Западе, ну, обратите внимание, как действует против меня, против моего канала, обратите внимание, как действует против президиума. Канал давят, со всех сторон оказывают давление, и при всем при этом и Запад, и все остальные делают вид, что ну это же не наше дело, это там свобода слова там, и так далее. Но такая вот ситуация. Вот такая. Дальше это будет продолжаться. Никогда русские имперцы не смогут с нами сосуществовать. Потому что они могут быть только под или только над. На равных они не умеют. Чеченцы не умеют быть ни под, ни над. Только на равных умеют быть чеченцы. Поэтому мы никак не сможем с ними сосуществовать. Такая вот ситуация. Все об этом говорят. Вот, кадыровцы. Да понятно, да украинцы не боятся этих кадыровцев. Этих кадыровцев боялись, если кто-то в Украине еще боялся, в 2014 году. Все, после этого показали, что они себя ровным счетом не представляют ничего. Ну ладно, дотянули до 22 года, боялись, кто-то еще там боялся вот этих кадыровцев. После Гостомеля, после аэропорта, где были самые элитные, ликвидированы, взяты в плен, разбежались, после этого их уже никто не боится. Только русская пропаганда хочет представить, что их все боятся, их нужно бояться и так далее, и так далее. Я что-то не видел украинцев, которые там переживают, трясутся и так далее. Зачем выделять маленькую группу людей, которые ни доблестью, ни отвагой, ничем не отличились? Ну вот скажите, где за эти 10 лет войны они отличились? Где они показали чудеса отваги, там 3-е, 10-е? Ну не было этого. Факт. Украинской стороны видели, с русской стороны мы видели, где-то там жертвовали собой, там один себя подрывал, там еще что-то делалось. Это очень смелый шаг. Нужно признавать эти вещи. А где, покажите, вот эти люди. Это отщепенцы чеченского народа. Таких в украинском народе и во всех народах полно. Нет, давайте, потому что важно террористической банде ФСБ, которая принадлежит Ходорковский и же с ними, им важно, чтобы когда эта война закончится и будет суд над террористической бандой ФСБ, чтобы чеченцы не могли потребовать сатисфакции за то, что сделано по отношению к ним, вот этой русской империей. И вот нам рассказывают, что сейчас чеченцы, и в настоящее время этому подыгрывают, радио «Свобода» этому подыгрывает. Ну, радио вообще «Свобода» уже, конечно говоря, честно говоря, уже ну, просто позорище, что они там вытворяют. Сейчас уже давно я не наблюдал за ними, но было время, когда я смотрел, ну, позорище просто то, что они вытворяют.
То же самое происходит с разными блогерами российскими, которые вещают, рассказывают там и так далее, рассказывают, как, м, как кадыровцы бегут, ахматовцы. В ахматовцев там в основном там не чеченцы вообще в этом Ахмате у Апти Алаудинова. Ну да ладно. Салам, брат. И сейчас так обращаются против нерусских. Салам, салам. От себя тоже скажу свободу Ичкерии. Верно, что так и будет. Дай Бог. Она пишет, что если так это уже было. Сейчас обращаются против нерусских. Да, сейчас в самой России начинается новая волна против мигрантов, новая волна против мусульман. Им обязательно нужен негатив. Это скрепа русского народа, русского имперского народа. Они ненавидят всех, они друг друга ненавидят, всех ненавидят. Ну, там, конечно, градируются они по-разному, кого-то больше, кого-то меньше и так далее, но по большому счету ненавидят всех и все. И сейчас, понимая, что они будут нести сейчас поражение, сейчас нужно переключить внимание там, на чеченцев, ну, кадыровцев, потом, которые плавно перейдут на чеченцев, сперва кадыровцев, потом будут называть. Так это же чеченцы. И то же самое касается мусульман, которых притесняют, угнетают. Сейчас новая волна. Что сделали там мигранты или другие мусульмане, которые живут в России, для России, ничего я не понимаю. Что они такого сделали, что их сейчас нужно. Но их воюют они с НАТО, уничтожают их украинцы, а бьют они там гастарбайтеров. Непонятно. Их логика непонятна. Чертовка, спасибо за подарок. Приветствую тебя. Признай, что Абхазия часть Грузии, если ты против Рашки. А где здесь логика против Рашки, если я признаю, что это часть Грузии или нет? Где здесь логика? Дело в том, что Абхазия, которая якобы боролась за свою свободу и независимость, на самом деле боролась за то, чтобы стать частью фашистской России. И, конечно же, Абхазия, на мой взгляд, это долгий процесс, нужно садиться разговаривать. Мы не имперцы, грузины не имперцы, должны сесть, разговаривать, договариваться по-человечески, соблюдая все нормы и Кавказа, этикета, и правил приличия, и также международное право. И, конечно же, Абхазии нужно вернуться в Грузию, на мой взгляд. Привет, привет, чертовка. Почему поддерживаете Россия сильнейшая страна, ник у него? И он меня спрашивает, почему поддерживаете Америку? А почему ты написал ложный ник, что Россия сильнейшая страна? Я поддерживаю, я уже много раз говорил. Давайте не будем отвлекаться. Ну не выгонят из дома, ты красавчик. Спасибо, Белла. Ты тоже симпатяшка. Так, давайте дальше. На украинском канале тоже видео вышло под названием «Кадыровцы мародерничают в Курске». Но это очень важно им это все показать. Они не покажут вам мародерничающих бурятов, каких-нибудь других национальностей. Они покажут вам именно кадыровцев. Ну, слава богу, хоть кадыровцы пишут. Мы должны хотя бы добились этого. И украинцы не дают это. И украинцы, и те, кто у нас там воюют, наши люди, они не позволяют им откровенно так говорить, но когда война закончится, может произойти то, что произошло с батальоном шейха Мансура перед началом войны. Как вы помните, их частично террористическая банда СБУ унесла санкционный список. Это мы все помним.
Так, здесь в американской газете вышла статья, в которой говорится, что срочники сдаются украинцам, чтобы не быть застреленными чеченцами из заградотряда. Это работа хороших русских в США. Но, тогда нужно связаться с редакцией. Я обычно так делаю. Я пишу в эту газету и говорю, приведите факты заградотрядов, почему вот вы говорите там это, почему вы используете нарративы, которые сейчас использует российская пропаганда, российские спецслужбы. И нужно вот, доносить информацию. Я так до немецких почти до всех довел. Вот все здесь, почти всем я писал, всем я разъяснял, почти все мне не отвечали, но я вижу, что ситуация поменялась. Просто им, видимо, особо нечего спорить. Да я, в принципе, ничего и не просил у них, чтобы они мне отвечали. Я им просто делал расклад по такой статье, по какой они написали, что не соответствует действительности. Поэтому только так мы сможем добиваться. И, конечно, налаживать контакты с газетами, с журналами, с телевидением и со всеми, со всеми. У меня, например, полтелефона, можно сказать, журналистов, газет, там всех, которые есть. И, кстати говоря, то, что я говорю, всем не нравится. Всем не нравится. Немцам не нравится, немецким разным там журналистам не нравится то, что я говорю. Потому что они приходят, берут у меня интервью, спрашивают, и меня уводят на сторону. Про Кадырова им поговорить хочется, потому что это в тренде, эта тема, это очень интересно. А журналист или какой-нибудь эксперт, который общается со мной, ему хочется услышать от меня то, что он уже знает, и как он себе эту картину представляет. И когда я рушу все его вот эти построения фантомные, которые он себе нарисовал, ему это не нравится. И некоторые интервью, которые я давал, они просто не выходили. Просто или их обрезали, брали со мной интервью, говорили, часами можно было разговаривать, а потом вот столечко выпустят где-то что-то там. Поэтому нужно нам всем работать. Дело в том, что, как мы понимаем, у нас нету специального отдела, который этим занимается. И каждый должен быть защитником, информационным защитником нас. Асан, я понимаю, что у тебя проблемы с Россией. У меня, знаешь, Лажос, у меня проблем с Россией нет. Отдельно вот мои проблемы. У меня Россия ничего не сделала лично, как у меня ни один родственник не погиб из моих близких родственников на войне, ну, кроме там дискриминации, ущемления, там, 3-10. У меня как такового нет. Проблемы есть у моего народа, у моей страны, у моих граждан с вашей вот этой имперской фашистской русней, которая оккупировала и объявляет на нас всех террористами там, и так далее, бандитами, экстремистами и так далее. У меня нет ни одного врага вообще в этом мире, я тебе честно скажу. Я вот к своим 47 годам не нажил себе ни одного какого-нибудь такого смертельного врага, чтобы он меня там ненавидел или я его ненавидел. Но у меня есть враги моего народа, которые хотят меня и убить, и пытают родственников, и все что угодно делают. Поэтому как-то так. Россия, вся проблема в России, понимаете, имперской, КГБшной вот этой структуре, системе, которая и порабощает русский народ, ему объясняешь этому русскому народу, тебя порабощает. Он говорит, ага, чечен, ага, он нас ненавидит, и он нам хочет какую-то там гадость говорить. Поэтому я ничего не буду слушать чечена. Даже вот за вас, кто воюет, вот за русских, кто воюет, даже их вы не уважаете и не слушаетесь. Поэтому я считаю, что я знаю просто русский народ, и я считаю, что нам будет хорошо жить раздельно. Потому что жить с русскими в одной стране, это как на пороховой бочке жить. В любой момент какая-нибудь политическая целесообразность, какая-нибудь другая, просто набухается алкаш и решит наказать непокорный чеченский народ, и все, и нас опять депортируют, уничтожат. А я не хочу этого для своих детей, внуков, для всех чеченцев, я этого не хочу. Понимаете?
Поэтому у меня нет личных никаких проблем ни с кем. Все мои враги – это враги чеченского народа, чеченского государства и чеченского народа. Так сложилось, да. Здесь не недовольство, а русофобия, врожденная озлобленность, как миру мир. Ну, миру мир. Не тебе писать миру мир, ник, потому что сейчас русским не стоит писать миру мир, потому что вы должны писать победа Украины должны писать. А миру мир, когда у вас не получилось съесть Украину, украинский народ, денацифицировать украинский народ, так сказать, совершить геноцид над этим народом, вам не стоит писать миру мир. Вы должны писать за победу Украины, за поражение фашистской России. Вот так будет правильно. Вот так будет правильно. Это если бы украинцы на вас напали бы, вы могли бы что угодно там говорить. Украинцы на вас не нападали. Они даже не верили, когда я им говорил, что вы на них нападете. Понимаете? Они не верили даже, когда вы на них напали. Один харьковчанин уже после 22 года, когда их бомбили, его вывезли куда-то, он говорит, я до последнего момента, пока бомбы не падали на Харьков, не стали падать на Харьков, я не мог поверить, что это они могут на самом деле делать. И топил, он говорит, за Россию. Он был за Россию. Понимаете? Вы должны это признать, нравится вам или нет. Только после дельного раскаяния, восстановления всего ущерба, вы можете говорить, что кто-то здесь русофоб и врожденный озлобленный. Я не озлобленный на кого. Я с большим уважением отношусь к некоторым представителям русских. И моя проблема не русский народ, а имперский русский народ, политический русский, моего народа, моей страны проблема. И всего мира, как сейчас уже выяснилось. Понимаете? Вам очень хорошо, если... А как вас еще называть? Как вас называть? Вас называть, по сортам делить? Ну вот смотрите, ваши демократы. Посмотрите, все ваши демократы, все не буду говорить, почти все правозащитники, почти все демократы. Вы помогали уничтожать чеченский народ. Вы отказывали нам в праве быть свободными. Понимаете? Отказывая кому-то в праве быть свободным, вы сами теряете это право быть свободными. Понимаете? Отказывая в праве кому-то на жизнь, вы сами лишаетесь этого права. Убийца должен понимать, что его тоже убьют. Понимаете? И когда кровь реками лилась в чеченском государстве, чеченского народа, граждан Чеченской Республики Ичкерия, вы аплодировали, вы радовались, восхищались силой русского оружия, примененного против женщин и детей. Понимаете? И вы это должны осознать, не искать во мне причину, а искать, почему я это говорю. Почему я, поставив все на кон, оставив всю свою жизнь прошлую, дожив там, почти до 40 лет, имея что-то в этой жизни, оставив все это, занимаюсь вот этим делом, подвергая риску всех своих родственников там, и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны об этом подумать. Почему вы об этом не думаете? Легко обозвать человека там русофобом. Нет, я не боюсь фобия. Это, как понятно, это страх. У меня нет страха перед русскими. Если бы он был бы, я бы сейчас тут не сидел бы. Понимаете? У меня есть жажда к справедливости. За убитых 300 тысяч, в том числе русских, наших граждан, вашей страной. И мне плевать, кого вы убили, армянина, русского или чеченца. Это всех вы убили за то, что они жили у себя дома и не хотели быть с вашим. Может, кто-то даже хотел быть за вас. Вы их всех убили. Понимаете, кто за это будет отвечать? Кто? 26 тысяч чеченцев незаконно осуждено там на 15, 20, 25 пожизненно. Пожизненно сидят.
Понимаете? Вы должны это осознать, а не искать причину, что он нас не любит. Нет, это не так. И мне доказывать вам, что я вас люблю или не люблю, тоже мне это не нужно. Понимаете? Потому что, как говорится, мне с вами детей не крестить. Больше надо думать о том, что вы сделали. Что вы сделали, чтобы наказать преступников, которые убили граждан Чеченской Республики, вторглись в чужую страну, убили. Что вы сделали? А? Может, вы комментарий написали? Я как-то читал «Московский комсомолец», и там было написано, как казнили чеченцев. В интернете это было, интернет-издание это было, «Московский комсомолец», по-моему, это было. И там статья, они, короче говоря, военные, русские террористы рассказывают, как они убили 2 чеченцев, которые там что-то... Это прямо было написано, сейчас, может, это все подтерто. Я очень хорошо помню, потому что я там переписывался, общался. И они взяли, по-моему, там коров пасли, что ли, 2 молодых человека. Они их обвязали, военные, русские, противотанковую мину, туда тротила, посадили этих 2 связанных на эту мину, на эту противотанковую, и подорвали их. Их на куски, соответственно, разорвало, и потом животные доедают. Он так и пишет, потом животные доделывают это дело. Ну, вот то, что они тут разорвали куски. Это называется распыление. Это он так пишет прямо. Это в русской газете писалось. И я возмутился, написал комментарий тогда. Это было, наверное, лет 20 назад это было. Я возмутился, написал комментарий. Ну, может, 15 лет назад это было. И вы знаете, ни один русский, вообще ни один человек не заступился за меня в этом споре. Но зато какой шквал на меня обрушился. Я говорил, вы же только что, человек пишет, что он распылил людей, взорвал, уничтожил, скрыл следы своего преступления. Так почему вы все на меня набросились? Ни один не заступился, ни один не сказал. Пытались узнать, кто я, но никто не пытался узнать, заступиться, сказать, ну это же ненормально. Вот в этом вы выросли, русские, вы же это знаете. Зачем вы про какую-то мне фобию рассказываете? Вы все это сами читали, вы все это сами видели. Вы наслаждались, как вы уничтожаете чеченцев, как вы становитесь великими, побеждая чеченцев. Маленький народ, который сами вы боитесь. Да, мы верим в то, что делаем. Вот такие вот мы, прямые. Верим в то, что мы делаем. И из-за этого, соответственно, и идем на смерть за свои убеждения. И вы за это боитесь. Вы говорите, какие убеждения? Как могут быть убеждения? Ты должен быть послушным своему хозяину, своему господину, и все. Вот все твое убеждение. Умирать за какие-то идеи вам чуждо. По приказу царя, да. За деньги, да. А за идеи это чуждо. Вот такие вот вещи были. Так, давайте дальше комментарии, друзья, почитаю, друзья. Так. Мое почтение людям доброй воли, Дима, и мое почтение тебе. Непонятно, почему хорошие русские не переезжают в Курск и управляют новой Россией. Ни одного слова в поддержку Курской операции, кроме нападок на Путина. Эти светлячки, фонарики ничего не делают. Это абсолютно так. Более того, они, ну, кто понимает, да, о чем они говорят, они просто взбешены просто тем, что украинцы провели эту операцию.
Просто они не знают, какие слова, они уже объясняют, да, вот эти все, кто был против там войны в Украине, все такое, теперь рассказывают, российский политик не может поддерживать в этой ситуации. Представьте себе уже, как запели. И уже пришлось КГБшнику этому Киселеву, другого своего куратора, видимо, кстати говоря, Савастьянов, да, его фамилия, который первую русско-чеченскую войну 26 ноября против нас начинал, провокацию 26 ноября 1994 году. Он вопрошает у этого, спрашивает, говорит, ну а что нам нужно поддерживать, там, 3/10. И Савастьянов, который, оказывается, он КГБшник, организовывал демократию в России, он говорит, да, нужно поддерживать. Украину нужно поддерживать. Это такой сигнал всем. Вы что, дураки? Вы тут так палитесь нагло. Вы все должны поддерживать сейчас Украину и так далее. За все это время миллионы у них просто послушайте, о чем они говорят. Миллионными подписчиками, там огромные каналы, накрученные, конечно, но все равно имеется приличное количество подписчиков. Вот эти люди просто откровенно пытаются уклонить. Киселев дошел до того, что он фактически с Гитлером сравнивает. Но вторжение, он как бы аккуратно это говорит, но фактически он хочет сказать, что это вторжение было как вероломное нападение, как Гитлера в 1941 году. Это все украинцы на своей груди пригрели и держат этих людей. Просто почему не заткнуть их? Сотника, Александра Сотника, заткнули на самом первом, вот как только он все это время Сотник трудится, заступается конкретно за Украину, а его ни украинские каналы не приглашают, как и меня, впрочем, и других, третьих там, то, что делает, не замечают, то, что делает Сотник. А все остальные почему-то все отлично у них, они там желанные гости и так далее, и так далее. Просто заткнитесь, сказать им, слышите, вы тут несете чушь всякую, замолчите и не говорите про Украину. Никто им этого не говорит. Бардак, конечно. Так, давайте дальше. Не то, что все весело гулять. Бывают дни рождения или успех в ЗСУ, может тогда и музыка. Но вот то, что не выходят Генассамблеи, он с требованием помощи, это просто вызывает недоумение. Шамиль, ты про беженцев говоришь, которые здесь живут, да? Да, это большая проблема, я тебе скажу. Здесь миллион, наверное, украинцев могли проводить столько митингов. Ну, в принципе, сейчас митинги особо и не нужны украинцам. Весь мир и так за Украину, поэтому особой нужды в этом нет. Но в начале, когда была нужда, когда мы выходили, нас было немного. А потом украинцы, благодаря частично террористической банде СБУ, начали на меня возводить напраслину. Я так полагаю. Начали против меня разные такие козни строить, которые я решил просто, ладно, думаю. Вот такие вот они, да. У нас чеченцы тут работают в Госдепе, которые тут родились и выросли. Они доносят куда надо. И дела, дойс, СЦ, очень хорошо. И они на хорошем счету. Отлично. Постепенно чеченцы, выросшие тут, начинают работать в разных отделах правительства США. Поэтому Ходора так легко не получится уводить за нос американцев, как они делали последние 30 лет. Да, СЦ, и мы тут не кукурузу охраняем, как говорится. Русизм и русистов неотвратимо будут судить в освобожденном Джахаре и украинских городах. Да, Алмола, Дима, да, Алмола. У нас в Украине еще есть ФСБшники. Да, к большому сожалению, Иван. И это те силы, которые зазывали Россию. Зазывали. Они должны быть судимы так же, как будет суд над террористической бандой ФСБ. Вот те лица, которые связаны.
хотя бы люстрацию нужно проводить. А те, кто замешан и заподозрен, конечно, они должны вместе с российской вот этой террористической бандой Кремля, ФСБ, они все должны понести суровое наказание. Суровейшее. А так все кто связан с КГБ, должна быть люстрация. Люстрация. Просто не брать их на работу, ни на одну государственную работу. Пусть бизнесом занимаются. Денег они наворовали, скорее всего. Пусть бизнесом занимаются. Хватит государством управлять. Так. Путин знает, что он не выиграет войну без нации и народностей, живущих в России. Говорит Ладжос Волоксай. Путин в любом случае не выиграет эту войну. А то, что народы и народности, как вы выражаетесь, которые сейчас используются на войну, так эта империя всегда делала. Всегда для того, чтобы уменьшить потери русских, всегда должны были идти вперед вот эти нерусские народы. И это очень хорошо характеризует вот это обращение матерей, срочников, которые сказали, что ахматовцев не менять. Они бежали. Значит, их сыновья сдались в плен, они не трусы. А эти сбежали, это трусы. Логика. Но мы-то понимаем, что они имеют в виду. Они имеют в виду, что вот эти чурки должны были погибнуть. А их сыночки должны были сдаться в плен. Понимаете? Значит, не меняйте, они говорят. Значит, ахматовцы, которые не бежали, а попали в плен, они, их надо, и причем их нужно менять. Вернее, срочников нужно менять. А вместе с ними попавших ахматовцев их не менять. Вы задумайтесь. И самое интересное, давайте я вам дам послушать, это говорит на настоящем времени журналист. И самое главное, он говорит, это буквально 40 секунд, послушайте, в самом конце, что вот этот журналист говорит. Причем я очень уважительно относился и думал, это очень толковый журналист. Но как он выгораживает этих матерей, которые чистый русизм заявляют. Посмотрите. Матери солдат-срочников, служивших в Курской области и оказавшихся в украинском плену, на сайте Change.org создали петицию, в которой требуют от Путина провести немедленный обмен пленными с украинской стороной. Причем в обменном списке не должно быть плененных бойцов группировки Ахмат, чья трусость, по мнению авторов петиции, привела к оккупации части российской территории и захвату срочников. Вдогонку эмоциональным оценкам, понять которые несложно, а матери размещают требования. Несложно ему понять. Эмоциональные оценки матерей ему несложно понять. Понимаете? Фактически вот эти мамы говорят, дайте нам денег, дослушайте. Предоставить их сыновьям статус ветеранов с соответствующими выплатами. Матери солдат-срочников. То есть матери солдат-срочников хотят, чтобы их сыночки, которые попали в плен, получили компенсацию от государства, получили статус ветерана, то есть потом государство им платить еще будет все время, они же родину защищают, но не менять тех, кто находился с ними кадыровцами. Таким образом, они дают, это такое негласное между русскими. Путин может говорить, я чеченец, там чуваш, ингуш, дагестанец, кто угодно, но все они прекрасно понимают. Все отлично друг друга понимают, что это чурки, это второй, третий, пятый сорт. И они должны погибнуть первыми. А вот если их сыночки возвращаются, дайте им и компенсацию, и статус ветерана, чтобы у него там на учебу мог поступить, там все у него было хорошо. Но при всем при этом, вот это и есть чистый фашизм. И вот я это говорю. А вот этот журналист из настоящего времени прям говорит, ну, можно понять эмоционально их. Объясняет он. Русизм, обыкновенный русизм, он объясняет, что его можно понять. Просто мамы находятся в шоке. Так чем мешают эти тогда ахматовцы, если их менять тоже? Вот вопрос. Понимаете? Обыкновенный русизм. Обыкновенный русизм. Это везде, во всем это проявляется. Во всем. От сдачи квартиры, заканчивая вот
характерно. И самое интересное в настоящее время, это понимает вот этот журналист в настоящее время. А супруга директора настоящего времени, которая была в плену у русских террористов, у КГБшных террористов, ее обменяли, в том числе, на убийцу чеченца. Я, конечно, далек от того, чтобы весь коллектив настоящего времени в чем-то обвинять. Но вот такой журналист там имеется, который понимает. Там у них в настоящем времени был такой Тимур Олевский, который в одном из своем новостном выпуске прямо говорил: я не знаю, говорит, там про ГРУшники попались. По-моему, это отравление в Солсбери, когда было. Говорит, я не могу, говорит, сделать так, но я сделал все возможное, говорит, чтобы вас, а вы так выгородить. А вы все так опростоволосились, говорит, что я ничего не смог сделать. Прямо в прямом эфире он сидит и рассказывает. ГРУшники, которые не смогли убить, он их выгораживал как мог. Ну, вы, говорит, такие лохи, условно говоря, так, что я ничего не смог сделать. Вот такие левые чуваки попадаются на разных каналах, в разных местах. Да. Ладно, давайте дальше. Есть большая разница между срочником и контрактником. Да, албанец, я полностью согласен. Есть абсолютно так. Абсолютно. С этим я согласен. Но это для нас с тобой, для украинцев в этом есть разница. Да, срочника можно больше пожалеть. А для россиян, которые защищают свою родину, они должны как-то их разделять. А? Я не понимаю просто, как это указывать. Если бы это был бы не Ахмат, а какой-нибудь Русич, какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь там русский Витязь, там батальон какой-нибудь был бы. Я вам клянусь, они никогда бы этого не написали бы. Вот эти матери никогда бы не указали бы. Срочников из Арусичей или каких-нибудь русских соколов не освобождать. Они никогда бы так не сказали. Просто я знаю менталитет этих людей. Я знаю, почему они это говорят. Понимаете? Это обыкновенный русизм. Понимаете? Русизм, который существует и здравствует. Что-то не русские даже на учет не встают в военкомате. А зачем мы должны вставать, не русские должны вставать на учет? Это ваша империя. Была бы она федерацией, были бы равные права, ощущали бы эти нерусские себя равными в этой стране. Я вас уверяю, было бы намного больше. Но вы хотите, чтобы вы всегда ущемляли вот эту свою агрессию, ненависть, выплескивали на этих людей. А потом, когда начинается, вот, точнее, Великая Русь, Великая Россия не получилось с Киевской Руси начать, вот теперь нужно идти чуркам за вас гибнуть. Ну как так? Так не бывает. Вы думаете, у людей память, как у рыбки, 2 секунды забыли, что ли? Нет, конечно. Все прекрасно знают, какое вы отношение, какую вы дискриминацию делаете по отношению к людям. Поэтому никто не хочет, правильно делает. Я призываю всех, я и русских призываю не идти в этот военкомат. С первых дней призываю. С первых дней призываю не идти. Правильно делают. Молодцы, так держать. Все так делаете. Ни в коем случае не поддавайтесь. Не идите в эту фашистскую армию. Потому что эта армия вас доведет до могилы. Вы не выиграете в этой войне. Вы будете уничтожены, либо будете калеками. Так.
давайте посмотрим, что вы пишете у нас тут. Флаг, понятно, а слева что за флаг? Образование есть, но этот флаг какой-то знакомый. Есть большая разница между... Это лет 10 назад русский отдел радио «Свобода» возглавляет выпускник МГИМО. Возглавлял. Ну ясно. Тогда это многое объясняет. Бавовнетка. Это точно. И белорусы для них колхозники, бульбаши. Да, украинцы, хохлы. Это на всех. Это имперские. Просто есть кто-то поближе. Там кого-то подтянуть. Ну, градация идет. Украинцы, белорусы, бульбаши и хохлы. Это если вы позволяете себя называть бульбашом и хохлом, то значит все, вас подтягивают. Если вы говорите, я украинец, значит у вас, или там я белорус, значит у вас есть самосознание. И вы представляете уже угрозу для них. Вы уже неинтересны. Абсолютно так. Совершенно верно. Ко всем. Ко всем. И они говорят, знаете, очень на России распространена такая теория, что если русские уйдут с Кавказа, мы друг друга перебьем все, кавказцы. Никогда кавказцы друг с другом не воевали, если там не было России. И нам говорят, что мы перебьем друг друга. Мне кажется, что если все нерусские народы уйдут и оставят только русских, именно русские друг друга перережут и перебьют, потому что слишком много негатива и агрессии. И для этого им нужны вот эти нерусские народы, чтобы на них выплескивать вот этот свой негатив. Я думаю так. ФБР начал прессовать русскую агентуру США, Скотта Риттера и особо ценного агента Дмитрия Саймса, который с 1991 года промывал мозги аналитиков США, демократической России, а также клеймил чеченцев. Да, я все это наблюдаю, смотрю, и слава Богу. Слава Богу. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Да, Алмуа. Алейк салам, Дон Кихот. То, что кадыровцы шульмуют и будут шельмоваться со всех сторон, в конце концов сделают козлами отпущения, для нас не новость. Много раз ты предупреждал наших земляков, что их ждет эта участь. Да, и главное, они, вот, знаете, то, что ты можешь сеять то, что ты хочешь, но пожинать ты будешь не то, что ты хочешь, а то, что ты посеял. Есть такая поговорка, пословица. Они сделали свой выбор. Самый трудный для чеченского народа время, они перешли на сторону врага, одели их форму, у них не было аллергии на это, отторжения этого. Они сделали свой выбор. И кого добровольно за деньги туда пошел, абсолютно мне не жалко. Все остальных, конечно же, кого насильно, там, обманом, там, угрозами забрали, конечно, это все наши люди, и нужно как-то разбираться, чтобы градацией тоже их заниматься, чтобы всех под одну гребенку не грести. Но факт в том, что эти люди очень сильно понесут наказание. Наравне с Путиным, с Патрушевым, с Шойгу, Мойгу, Кадыров, Алаудинов, Малаудинов. Вот эти все однозначно понесут наказание. 100%. Не будет в мире ни одного места. Рамзан Кадыров там с иорданским королем там договаривается, в случае чего там перебраться там в Иорданию, там живут чеченцы, он там где-то с ними там будет, там 3-10 и так далее. И это не поможет. Иорданский король друг Израиля, он друг Америки, но говорят, что собирается туда стартануть, короче говоря. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ни у кого из них нет шансов. Я бы, конечно, не хотел, чтобы ни один чеченец на этом процессе мирового уровня, историческом процессе, который будет над русизмом, чтобы там были чеченцы. Но, увы и ах. Но, с другой стороны, это облегчит жизнь чеченскому народу. Это людей, которые пили кровь своего народа, теперь получат то, что они искали.
Салам всем свободным людям, салам, Аслан. Аслан, рабы не могут думать, как свободные люди. Рабы живут, как рабы. Думают, что все так же должны думать, жить. Вот почему все, кто сопротивляется, их удивляет. Да, салам, Эд, приветствую тебя. Да, совершенно верно. Они не могут понять, почему. Они думают, что там нас купили, там мы фанатики, там, или еще что-то. Мы просто не рабы. И они не понять наш менталитет, нашу психологию. Украинцы, они говорят, кстати говоря, вот все, что они на кого-то говорят, это ровно это касается их самих. Они говорят, что украинцы это русские, которых зазомбировали. Нет, это вас зазомбировали. Вы были когда-то с Киевской Руси, с Украины. Вы зазомбированы и стали теми, кто находится под полным зомбированием. И самый настоящий сатанизм исходит из Кремля, из Лубянки. И Бог, сатана, Ленин лежит на Красной площади. В пирамиде специальной, построенной. Круто, да? Самые настоящие сатанисты, они на кого-то сатанисты говорят. Вот все, что они на кого-то говорят, террористы. Вот самые настоящие террористы, это русские спецслужбы, русские ГРУ, МРУ и ФСБ и все остальные. Они нас называли террористами. Русель, тебе уже хочется умереть побыстрее, да? А как же целостность государства? Какого государства? СССР распался, после распада СССР создали разные государства на законных основаниях, соблюдя, мы, например, чеченцы, соблюдя ленинскую, сталинскую, последнего образца конституции, советские, международное право, спросили народ, собрали съезд, проголосовали еще, когда существовал Советский Союз 25 ноября 90 года. Советский Союз с этим согласился. Никаких выборах России, президента, парламента, приватизации советской собственности Российской Федерации мы не участвовали. В 92 году, через год после того, как мы объявили о своей независимости, через почти год, полгода, вы вывели все свои войска. Первая республика, откуда вы вывели свои войска. О какой целостности страны вы говорите? Да, в международном праве есть такое право закрепленное, как целостность государства. Но государство Советского Союза, Дудаева, не существовало государства Советского Союза. Дудаева обвиняли в том, что он предал там кого-то. Советского Союза не существовало, он присягал Советскому Союзу. Советский Союз был не против того, чтобы он там находился, потом уже его начали свергать, там, потому что он пошел за выбором чеченского народа. Не надо эти все сказки вновь нам рассказывать. Нет, это обман. Вы то же самое про Украину говорили. И продолжаете говорить, что Украина не существует, там, 3-10. У вас поворачивается язык вашего Путина говорить о том, что вероломно Украина напала, там, убивает, там, вторглась. Вообще, как будто... И это хавают все. И он это говорит, как будто у него шизофрения. И больше по-другому объяснить нельзя. И вас это всех устраивает. Он говорит, что напали. А то, что вы 10 лет уничтожаете чужую страну, это вообще никого как-то не волнует, я смотрю. Невероятно просто, да. Аслан, скажи, если молодежь не по своей воле попали воевать против Украины, пусть ищут возможность сдаться, и пусть это не принимают за стыд. Сдастся украинцам, если не воевал, не стыдно. Объясни это. Абсолютно так. И самое интересное, это должно было, Эд Мамедов, это должно было быть, в этом должна была быть заинтересована и Украина, ведь правильно, по логике вещей. Если против вас не сдаются люди, не воюют против вас, а сдаются, ну что лучше может быть?
Ваши люди не гибнут, не получают ранения, вы не тратите патронов, у вас появляется обменный фонд или еще как-то пленные появляются. Вот объясните, как это может быть плохо? Ну нет, рассказывают, вот, сбежали там, сдаются в плен там, и пытаются уколоть, чтобы другим было неохота сдаваться. Вот поэтому вот этой молодежи, чеченцев, кто меня смотрит, кто там на фронте, может, там не все меня видят, слышат, но родственники, кто знакомые, кто смотрит, передайте. Не нужно вам воевать. Это позор умереть за Россию. А сдаться Украине, украинцам сдаться, это не позор, это вы оказались в этой ситуации умышленно, добровольно, недобровольно, вы попали в эту ситуацию. Возможности другого выбора, кроме как перейти на сторону Украины. Понимаете? Обязательно. Я это говорю каждый раз говорю. Разделяю властвую, крылатое выражение в русском языке. Интересно, в языках других народов это выражение также является крылатым? Ну, это является, разделяя властвую, это римский принцип Римской империи. И это имперский принцип. Сейчас. Сейчас, извиняюсь. Так, приношу извинения. Так, русские разрушили Российскую империю, расстреляли царскую семью. В 91 году русские демократы развалили СССР, а сегодня они заквакали о территориальной целостности. Асна, объясни рабам Украина их освобождает, они будут жить свободно и намного богаче, даже после выплаты репараций. Абсолютно так, 100%. Сдаться — это сохранить свою честь и род, и, возможно, продолжить свою родословную. А вот умереть за фашистскую Российскую Федерацию — это стыд. Да, Эд, спасибо, ты и так все сказал, я тебя прочитал, и я буду еще это говорить. Слава Украине, героям слава. Братан, ты прав. Да, благодарю, Ник. Так. Алейкум салам, юзер. Ясно, короче. Смотрю, вы не очень рады моему стриму. Ну, бывает. На неудобный вопрос не отвечаешь. Отвечаю на какие хочу. Оскорбить, Фриман, ты можешь меня только в лицо. А здесь ты можешь только показать, что ты ничто. Понимаешь? Что ты там написал. Вам платят деньги, вы пишете комментарии или просто заходите там под шофе, мне что-то пишите. Ну, сомневаюсь я, что ты мне в лицо это сказал бы. Ну, или, по крайней мере, рискнул бы это сказать.
Извините, а что вы думаете насчет Грузии, насчет отношений между чеченским и грузинским народом? Я думаю, что Грузия – это наш сосед, друг, братский народ. И думаю, что нам нужно восстанавливать отношения, которые были при Джохаре Дудаеве и Гамсахурде. Нужно нам такие лидеры нужны, которые будут, они у нас есть, и у вас есть, у грузин, и у нас есть, которые хотят в мире, в дружбе жить с грузинами, и мы будем, дай Бог, жить. Я так думаю. Так. Можешь сказать коротко. Посмотри мой канал, YouTube канал Реалити. Там и идеология, и все, чем я занимаюсь. Там очень много есть. Кратко не получится. Спасибо за ответ. Я разделяю ваше мнение. Спасибо. А зачем ты за чеченцев говоришь? Ты никакого отношения к ним не имеешь. Ну, зачем ты лжешь нагло? Бабки зарабатывает. Ну, видишь, какой ты лжец. Бабки зарабатывает. У меня даже рекламы нет на Ютубе. О чем, какие бабки ты говоришь? Американский Ютуб способствует, мешает развитию моему каналу. Понимаете? Много лет уже этим мешает. Аллах тобой задоволений. Тебе американцы хотя бы паспорт дали за такую преданность? Не дали. Я бы хотел бы американское гражданство, но мне не дали. И навряд ли дадут. СЦ, почему ты удаляешь комментарии? Некоторые удаляешь, некоторые не удаляешь. С чем это связано? Усім вітання за нашу и вашу свободу. Уйка с кулеметом. Уйка, вітаю вас. Слава Украине. Давно вас не было. У меня был здесь Сэм, Иван Сэм, русский из ЗСУ. Как-то я о нем говорил, он объявился, я его увидел, но уже потом или стрим закончился, или отвлекся и не ответил ему. Если ты есть, сообщи, ты жив, как все нормально, нет, просто дай знать, что с тобой все в порядке. Вот вас увидел Лука с кулеметом и вспомнил Ивана. Передайте ему, что я думаю о нем. Пусть он напишет, сегодня с ним в порядке. Ну, если это был настоящий человек, потому что тут уже непонятно, кто есть, кто тут уже. Я думаю, он настоящий, но на всякий случай. Я не знаком с Иваном, но уверен, что все у него хорошо. Так-то он иногда посматривает меня, я думаю. Ну, на войне, поэтому, может быть, не все у него получается смотреть. Так, сколько вам Госдеп платит за эфиры?
Ничего не платит, я же говорю. Даже YouTube рекламу мне не дает сделать, понимаете? YouTube не дает мне рекламу делать. Зато все вот эти все прорусские, антиамериканские, ну якобы не антиамериканские каналы, у них все нормально. Их Россия не долбит, там у них канал не закрывает. YouTube у них все нормально. Да, верим, говорит. Ну, если ты не веришь, зачем ты меня спрашиваешь? Ты же задал вопрос, я тебе отвечаю. Ну, ты смотри, у меня в YouTube-канале нет рекламы. Нет, абсолютно никакой рекламы в YouTube-канале нет. Здравствуйте с Украины. Здравствуйте, Украина. Всем так мешают американские флаги, я смотрю, и в ТикТок, и в YouTube. Бедные. Давайте я вам дам послушать МИД Швеции Тобиас Бильстрема. Давайте. 13 секунд буквально. Well, actually, I would be very clear. We have never put any restrictions on the weapon. Здесь титры, не буду вам все это переводить, зачитывать. Кстати говоря, украинские военные используют собак-роботов. Это маневренные сухопутные дроны на 4 ногах. Они могут быть полезны там, куда воздушные дроны не могут пробраться. Например, внутри зданий, в траншеях или в густом лесу. Да, совершенно верно. Технологии помогают Украине. Мой батя вас убивал, говорит. Убивал, ты имеешь в виду? В Чечне он чеченцев убивал, да? ЮСН, алейксалам, УЦН, алейксалам. Командиром роты был в Чечне, ночью убивал. Шамелесбой, 2. Угу. Понятно. А имя папы скажешь? И, кстати, за что он убивал? За что, не скажешь? Подскажи, за что? Имя, наверное, ты не скажешь, но за что он убивал нас? Я как-то видел, где ты говоришь, Боже, храни Америку. Как можно такое сказать, зная их идеологию? Макаев Анзор. Макаев. Господи, благослови Америку, я сказал. Господи. О Аллах, благослови Америку, я сказал. И что у них? Отличная идеология. Свободная страна, величайшая страна. Ассаламу алейкум. Почему сзади флаг? Вот, видите, всех интересует флаг. Включите музыку чеченскую. Это самый лучший вариант. Это мой совет. Ясно? Вас надо глушить собакой. Что-то особое, да он. Не вижу вас, мочителей. США, там, индейцев 100 миллионов. Короче, как обычно. Юлий Гай, почему вы говорите за США? Вообще, ну как может русист говорить о США? Вы кто? Ваш уровень Папуа-Новая Гвинея. Я извиняюсь перед Папуа-Новой Гвинеей, но это ваш уровень. Вы убили 110 миллионов своих так называемых сограждан. Советские репрессии, убийства с начала Ленина. Больше 100 миллионов вы убили на этих стройках, бамбах, там, ну все вы делали. Вы
как своим свиным рылом в калашный ряд зачем лезете? Оставьте, это не ваше дело. Смотрите за собой. Вы, называя братьями украинцев, напали на них, называя нас частью России, то есть согражданами, устраивали геноцид просто, вырезали все живое просто, женщин, детей всех резали, убивали, сжигали. О чем вы говорите? Вы бесстыжие сволочи просто. Вы должны извиняться, а вы тут сидите, нам еще рассказываете, там, кто кого, что, где сделал. Причем нагло лжете. Хотя геноцид, истребление было, да, факт. Но они извиняются за то, что они делали. Это было несколько веков назад. А вы вот, ваши вот потомки тех, кто вот убивал вас, всех нас, наших отцов, дедов, вот они сейчас дальше братьев украинцев, так называемых братьев, убивают. Сами их называете братьями, сами их убиваете. Вы о чем говорите? Вы о чем? Что вы такое несете? Почему ты говоришь за что? Я за США говорю, потому что вы меня спрашиваете. Ты меня спросил, я тебе ответил. Американцы, причем здесь Америка? Вы за себя говорите. Тошнит от тебя. Может у тебя, просто ты, может, это в положении? Может, поэтому тошнит? Русские все сами знают, просто у них мозг заточен под пропаганду. Совершенно верно, Олег. Совершенно верно. Их ФСБ взрывало в 99 году, их женщин, детей, спящих в своих домах, мужчин, стариков, старух, всех. Они пошли убивать чеченцев. Вот просто что это за народ? Их военные, вот в Дагестане, в Буйнакске, взорвали дом с военнослужащими, чтобы разозлить дагестанских военных, там, 3-10. Потом, когда в Рязани поймали ФСБшников, все знали уже, все, кто причастен был, там, военной службе, силовой структуре, почти все знали. Мало-мальски, кто интересуется там политикой, ситуацией, все прекрасно понимали, что за этим стоит ФСБ. Но они пошли топить чеченцев в крови. Что это за народ? А? Это народ нравится, когда его уничтожают, понимаете? Ему нравится. Вот сейчас украинцы зашли, там бабушек кормят там в Курской области, освободили Курскую область, бабушек кормят, людям там помогают, что-то делают. А это им не нравится. Им надо, чтобы взрывали, сжигали, уничтожали, посылали на убой. Вот тогда ты мужик, вот ты сильный. Они за что Сталина любят? За то, что он их убил максимально. За что Ленина богом сделали своим. Да? У них религия же. Они отменили все остальные религии и создали религию, сатанизм создали. И Ленин, вот этот главный сатанист у них, и Сталин. За что они любят Сталина? За что они любят Ленина? За что они его держат в мавзолее, в пирамиде на Красной площади? А сам Кремль, как тут верно было сказано, превратили в кладбище. Это самое ужасное место. И это самая большая гордость. Опровергните, если это не так. Опровергните, что в 99 году вас взрывали не ваше ФСБ, Патрушев с Путиным, которых вы на шее после этого 25 лет носите. И не возражаете, топите чеченцев в крови, грузин, сирийцев, сейчас украинцев. И все вас устраивает. Посмотрите на себя, потом поймете, откуда появляются такие люди, как я, которые, я вам скажу, если бы это приносило бы какую-то пользу и не было бы так небезопасно, то этим все занимались бы, и меня бы здесь не увидели бы. Понимаете? Несмотря на это, почему человек сидит и вот это делает? А?
Ассаламу алейкум, Астан. Слышал, что сказал твой приятель Сотник. Главный козел горного козлятника — это про Кадырова. Алейкум, Тимур. Сотник иногда говорит такие вещи, но Сотник там на мусульман может, там у него один раз, одно время какой-то был с Америки, по-моему, там какой-то россиянин, который там мусульман просто на дух не переваривал. А что в том, что вот он сказал горный козел горного козлятника? Вот что он такого сказал? Тебе как Кадырову за это обидно или что? Ален Делон умер на выходных. Говорят, здравый человек был, поддерживал Украину. Да, кстати говоря, Ален Делон, который не пьет одеколон, к сожалению, умер, прожив 89 лет. И мои соболезнования всем его поклонникам и всем, кто уважал его творчество. Да, прожил и великолепную жизнь, интересную жизнь. И его не стало. И все мы смертны. Русисты ставят памятники тем, кто их уничтожал тысячами и миллионами, но ненавидят тех, кто сопротивлялся их геноциду, особенно лидеров национальных движений. Гаджубей. Да, абсолютно так, Гаджубей. Совершенно верно. Абсолютно так. Так, друзья, я тиктоки перемотаю, смотрю, тут вот настрочили. Слабо тебе переехать в Чечню и так говорить. Сидишь и позоришь свой народ. Ты не чеченец после этого, Чет. Ну, смотри, свобода слова в соответствии с Конституцией разрешена. У вас ее там в фашистской России нет, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия тем более ее нет. Идти на смерть, ну, дураков нет. На явную смерть или пытки, унижения и так далее. Я не понимаю, в чем. Может, ты приедешь и скажешь, что там нас всех нужно убивать, что мы там террористы, убийцы, или попробуешь прямо со своим именем открыто сюда, в Германию, в Гамбург приехать, и может здесь ты скажешь. Давай я тебе ответ тебе на твое заявление. И сейчас русские обычные люди не нужны Путину 100%. Конечно, ему нужно сейчас выжить. Асан, ты как кость в горле у русиста. Да, юзер? Зоя, они говорят, что я враг номер один. Меня объявили врагом номер один. И будут сделать все, чтобы я замолчал. Самое главное, я уже все сказал. После этого уже плевал я на них. Как только Россия, метрополия, дышит на ладан, она запускает свои старые приемы, начинает раскручивать межнациональные конфликты, особенно среди кавказцев, вытаскивая из своих загашников стукачей. Абсолютно так, Дон Кихот, абсолютно 100% так. И это вот вы сейчас увидите, как будут это дагестанские, ингушские, чеченские и все остальные вот эти деятели обсуждать эту тему начнут. Что одни будут защищаться, другие будут. И вот таким образом они будут накручивать этот конфликт. Накручивать. Мы должны это все видеть, фиксировать и знать, кто есть кто, да. Ахмад Сила придет за тобой. Да, Ахмад Сила, когда будет идти за мной, там пост украинцы выставили, там поосторожнее просто. Если там проскочат, то herzlich willkommen, как говорится. Но я сомневаюсь, что украинцев они там пересекут. И очень весело бывает, когда вы нам рассказываете, что там Кадыров там
придет там, угрожать будет. Ну, найдите какого-нибудь русского витязя попугать нас. Ну, что вы нас Кадыровым, Мудыровым пугаете? Ну, найдите кого-нибудь. Напиши свой адрес. Да, мой адрес, зайди в интернет, найдешь мой адрес. У меня есть правозащитная ассоциация. Правозащитная ассоциация. Она зарегистрирована, есть адрес юридический, есть мой номер WhatsApp, телефона. Все есть, все открыто, я абсолютно доступен. А ты напиши свое имя, покажи свое личико. Давай, вот ты же мне тут угрожаешь. Давай посмотрим, кто ты есть, Леон. Давай. Как круто, что враг номер один у России. Я вам завидую. Я долго шел к этому, Серго. Я долго шел к этому. Такого витязя, это он про Касика говорит, недавно домой вернули, размотал вашего шайтана в Германии легко. Так вы же визжали, что это же были бандитские разборки, что это же ваш, это не ваш, там, туда-сюда. Это раз. А во-вторых, заманить человека, вызвать его на разговор и, переодевшись в бомжа, там, какого-то хипстера на велосипеде, подло, по-русски выстрелить в спину, по-террористически, и потом добить лежащего в спину, какая доблесть, какие вы... Да, это по-русски, это по-вашему, это я признаю, молодцы. Вы со мной сделаете, конечно, что... Ну, только вот так, в лоб прийти и что-то выяснять, у вас духа не хватило за эти все годы. Сколько я вас здесь разоблачаю, делаю... Ни у одного духа, ни у чеченоговорящих, ни у русскоговорящих не хватило у вас. Придите, разберитесь. Вы знаете, мой адрес знаете, где я работаю, где я живу. Все прекрасно. Вон, ваш притон посольства России прекрасно знает. Ну что же вы мне опять одно и то же. Вот мы приедем, вот мы тебя это... Плевал я на вас, понимаете? И на весь мир я плевал, если мне кто-то хочет это запретить, делать то, что я делаю. Я соблюдаю Уголовный кодекс Германии и кодекс чести чеченцев. Все остальное меня не волнует. Да. Вот Влад мне говорит, что путинский ублюдок Влад рассказывает, что ублюдок Путин говорил, что Хангашвили убивал связанных солдат. Это, конечно же, неправда. Точно так же, как неправда все, что исходит изо рта Путина. Но дело в том, что я вам расскажу историю, откуда Путин сказал, что связанным пленными на машине через голову проезжал, Хангашвили говорил. Так вот, я вам расскажу, кто это сделал. На самом деле, после этого случая, после одного из моих стримов, со мной связался один мой знакомый, мой друг, и рассказал историю про то, что были пленные чеченцы. Путин, это, по-моему, было в Моздоке, Осетия, Северная Осетия. Там были пленные чеченцы. Туда приехал Путин, и именно Путин проехал по головам пленных живых чеченцев, которых хотели казнить, лично сел за руль машины и проехал. И об этом рассказывали свидетели, которые это видели и знали. Вот в это я верю. А то, что Хангашвили этого не делал, я в этом не сомневаюсь. Мы не такие животные, бешеные, как ваш Путин и ваша террористическая банда ФСБ и ГРУ. Понимаете? Хангашвили никогда бы этого не сделал. А если бы это он сделал бы, вы бы это кричали бы до того, как его убили. Потом, сперва версия была, что он метро взорвал. Сперва это была версия, что это был бандитские разборки это были. Потом мы проводили митинги, добились того, чтобы
дело из обычной прокуратуры, не передали в обычную прокуратуру, а передали в Генеральную прокуратуру, и Россию признали страной-террористом, правительство России, заказавшее убийство, политическое убийство человека в центре Берлина. И была версия, что он взрывал метро. Потом это не проканало. Потом Путин пересмотрел эту версию, они подсобили, там, подсказали ему, и он переехал в головы пленных. Это лично Путин мне человек это рассказал, который не будет врать 100%. Лично Путин сел за руль и переехал чеченцев пленных. Вот какой ваш Путин. Это сатанист, это дьявол во плоти. Вы страна сатана, понимаете? У вас Бог это человек, который вас убил и создал систему, которая вас угнетает. Ленин, Сталин, вот ваш Бог. Вы самые настоящие сатанисты. Понимаете? Вы должны вылечиться от этой болезни. И мы, чеченцы, вас вылечим. Но если не вылечим, то Бог вам судья даёт. Алейк салам, говорит, дейрейс хурмасейра болвай далато. Gorilla Nation, Берлин. Это представитель такой банды, которая называлась Gorilla Nation. И вот он не терпит, его волнует, почему я не волнуюсь за мусульман, которых убила Америка. Он говорит, а мусульман тебя не волнует, которых убила Америка. Gorilla Nation, такой вопрос ты задаешь. А тебя не волнует, что ты живешь в Берлине, союзник Израиля и Америки? Почему ты не уберешься в фашистскую Россию, которой ты служишь? Латентно, открыто или подсознательно ты ей служишь? Задаешь мне такие вопросы. Почему ты не уберешься из нашей Германии в свою фашистскую Россию? Берлин Gorilla Nation. Аласвик. Мусульман Америка или мусульмане американцев, как ты помнишь, 11 сентября. Ты же помнишь 11 сентября? Это было сделано твоими русскими. Пойдем, Берлин, Gorilla Nation. Твои русские это сделали. И натравили американцев на Афганистан. Они сделали. А что ты здесь живешь? Почему у вас такое лицемерие, шизофрения такая? Вы не любите американцев, а в Германии вы очень хорошо себя чувствуете. А Германия дружит, уважает Америку, Израиль, которых вы ненавидите. А вы любите Россию, которая убивает чеченцев. Объясни, в чем проблема? Можешь имя свое назвать, раз ты такие вопросы задаешь. Также они на помощь сектор газа собираются все эти 10 месяцев. Это слава Богу, божественно, что они не поехали туда. Слава Богу, слава Богу. Я боялся, что эта волна это поднимется, потому что с этой целью и был сделан геноцид евреев 7 октября, в день рождения Путина. Друзьями Путина из террористических банд Хамас, Мамас, там разных других. Dağlar doyaşı dal ağaç dal dereye sorma su var dal ağaç. Что вы имеете в виду, божественно? В 96-м году Путин, когда убивал, вы имеете в виду в 96-м? Нет, это было во Вторую русско-чеченскую войну. Так, я смотрю, тут комментариев много, друзья. Алейк салам. Короче, я перемотаю, друзья. Много здесь вот настрочили. Мечо, Gorilla Nation. А верза, хаула. Шейцац, обидчил, шкер душу.
Между прочим, Gorilla Nation, я вас спас. Вы тогда куда вас, вот этот, кто вас организовывали, какую бездну вас закидывали. Gorilla Nation boşbeş bu и баннаш колшхелел, и колшел баннаш, что бердах кис, что использовать дир дош, да, что шадеш чудух кардош, что шадек хлык дайт ряч, да, что. Ас и цуэна дүйт, что суах цатишер, цуэна рэскшич, о дигдар куза, шадек, так, что ишта чутуэч, да, шун со моста хитер, тумсо Абдурахмана бошта, провокатору, КГБшный, хавайтан кус. Ац КГБшникан, as ik KGBшник is nogtje давать бину ина вашун зидер шо ин массана зидер шо аж суахцатишер бусал вежли бубош беш огар вай унади нагар бусал ваш мау бошо ишаш ли дой шо спасать деш вашун со я уица я швейцаница гэму ёж я швейц та убол шун левел балу швейцар шо со ногтje и шуйлер деш вашун шун хамца хаиз но из дал хаиз делу и гуш Америки. Шун шаш улил доца, шугаск, шаш лил дойч, ду шаш использовать дойч, ду. Видишь, шу? Шаш гаск использовать дойташ. Ахч бишун гушума дац. Плевать душун синц эльч, ахч хильчане. А шун объяснять, до эхо, берда, таган дуйгай, ахч, через год, через два, через три, хот царх вагиру. Хаврагу, хау, диквац. Баранчук, баранч, цакич беш. Del de şeş nadaları. İşte комментария şeziriyatır. Assalamu alaikum assalam. Так, Мегарду, друзья. На этом я свой стрим закончу. Я думаю, сегодня хорошенько мы пообщались. Задавайте свои последние вопросы, друзья. И все вновь подписавшихся, я вас всех приветствую. Наш канал на территории фашистской России запрещен. Я сам объявлен иноагентом, организатором экстремистской организации правозащитной Human Rights Center Ичкерия, который официально зарегистрирован через суд в Германии. У немцев ко мне нет никаких вопросов по этому поводу. Ну вот, да, пиши быстрее свой вопрос, потому что мы уже заканчиваем. Так что завтра будет у нас стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем, может быть, и с Аллой Дудаевой, вдовой Джохара Дудаева, сопредседателями президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Приходите, завтра это будет в 19:00 по центральноевропейскому времени, 20 часов по городу Джохару это получается, как-то так, поэтому всех жду. Путин и ФСБ тоже по ЦРУ сидит. Ну, не совсем так. Но отчасти они им прислуживали. Все, хорошо, на этом я свой стрим заканчиваю. Так, давай, получается, я обещал ответить на вопрос. Получается, как я понимаю, вы живете не в Русне. Да, я живу не в Русне, я живу в Германии. На твой вопрос я ответил. Алейкум салам, Рустам. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль маш оль. До свидания, друзья.